करचरण कृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा समीशमस्व जय जय करुणामय श्रीमहादेव शम्भो कर्पूरगौरं Глава 15. करुणावतारम् Расставание с друзьями. Мы можем понаблюдать за природой, как день встречается с ночью, как сумерки растворяются в объятиях ночи, как день исчезает под покровом ночи, а потом ночь теряет себя при свете дня. То же самое происходит у Пуруши и Пракрити, встречи и разлуки. Прошлое растворяется в настоящем. История переживает взлеты и падения. Похожие события циклически повторяются в природе и в истории. Но человек бежит от понимания этих простых истин. Он считает, что все в его жизни будет продолжаться вечно. Он погружен в приумножение собственного богатства, в изобретении для себя все новых и новых удобств. Любое новое изобретение считается благом. Но сколько можно совершать насилие над природой? Сколько можно нарушать вечный покой космического пространства? Как долго сможет наука предотвращать то разрушение, к которому стремится человек? Поэтому рано или поздно науке придется обратиться к духовности, и духовные знания должны быть поставлены на службу науке. Только такой альянс может стать благотворным для всего человечества. Многие люди хотели бы этого добиться, но их сегодня нет в живых. Сегодня тоже есть те люди, кто разделяет эти устремления, но и они уйдут, не добившись своего. Их светильник не может разгореться в полную силу. В настоящее время и духовные лидеры, и ученые стали жертвой политики. Они не свободны в выражении своих идей и не могут осуществить задуманное. Настоящие йоги убегают в Гималаи. Настоящие ученые совершают самоубийство. Хороший политик уходит от мира. Ведь конец у всех людей один, но мы стараемся не думать об этом. Время напоминает нам об этом каждую секунду, но мы не замечаем этих напоминаний. Но как долго мы будем убегать от самих себя? Сурендра Сингх Махараджа и Камакхья Нараян Сингх уехали в Рамгарх, а ведь они были важной частью моей жизни. Тем временем в долинах Масури Чандракшекар Бхарти уснул вечным сном. И ни члены правящего клана Салимпура, ни его окружение ничего не могли поделать. Женщины рыдали. Его брат Раджендра Бхарати тоже обливался слезами. Я стоял рядом с телом и смотрел на него.
как неожиданно приходит смерть и разрушает все надежды человека. Я приехал в Массури, чтобы провести здесь несколько месяцев, но не прошло и 4 дней, как это случилось. Из Америки позвали врача, прекрасного специалиста. Но разве врач может побороть смерть? Ведь однажды он и сам будет ее жертвой. Ушел мой любимый, мой дорогой друг, тот, который поверял мне все свои радости и горести, облегчал на моем плече свои страдания. Все люди плакали, но ведь он ушел, зачем ему теперь наши слезы? Он уже не вернется. Как мне выразить свои мысли? Мы привезли его тело в Харидвар и отнес его на берег священной Ганги, чтобы совершить последний обряд кремации. Мне не было дела до традиций и обычаев общества. Это был мой долг. Мы провели с ним так много времени вместе. Но я и сейчас его видел. Видел то, как он наблюдает за своими близкими, за своей семьей, за тем, как все они оплакивают его смерть. Он хотел их всех утешить, но это было ему неподвластно. Он мог общаться только со мной, а выразить ничего не мог, ведь тела у него уже не было. Он постоянно смотрел на свое безжизненное тело. Мы вручили его прах священной Ганге. Река приняла его тело в свои объятия и понесла все дальше и дальше к морю. 3 дня я не мог наладить с ним связь, но однажды, когда я спал в его особняке, его душа меня разбудила. Она сказала: «Капил, сынок, рыбы так обгрызли мое тело. Что мне теперь делать? Куда идти?» И я указал ему в определенном направлении и сказал, что когда будет необходимо, я помогу ему переродиться в следующем рождении. Но он ответил: «Нет, я сейчас еду в Салимпур, там меня дети ждут. И мой брат Раджендра тоже скоро ко мне присоединится. Пожалуйста, позаботься о нем». Услышав это, я лишился дара речи. Когда мы поехали в Салимпур, то с нами был Вирендра, который вел машину. И я сидел рядом с ним, а сзади Раджендра Саптаник. Мы выехали из Харидвара. По дороге тормоза испортились, но несмотря на это, Вирендра продолжал вести машину. И таким образом мы доехали до Сахаранпура. Там наши пути разошлись, а из Салимпура я поехал в Найниталь. Вирендра вернулся в свое княжество, а Раджендра Бхагарати в Харидвар. Я предупредил их о том, что смерть Раджендры близка, но они не стали меня слушать. И как раз ровно через месяц Раджендра покинул этот мир. За 3 дня до этого он призвал меня к себе.
Он хотел мне многое сказать, потому что он уже знал день своего ухода. Но люди не поверили ему, и он многие тайны унес с собой в могилу. Это и есть жизнь. Время никого не ждет. Люди приходят и уходят. Часы ожидания истекают. Мать умершего плакала, жена билась головой о стену. А дети, показывая свою чистоту и наивность, молчали, не способные произнести ни слова. Упендра, сын Бхарати, теперь должен был в одиночестве противостоять жесткому миру. Он еще не набрался житейской мудрости, но уже такая огромная ответственность легла на его плечи. Он был совсем молод, а жизнь полна опасностей. Как он со всем этим справится? Бхарати ушел в мир иной и забрал вместе с собой многие семейные тайны. Его жене ничего не оставалось, как стойко пережить этот удар, ведь ей еще нужно было позаботиться о детях. Ганга – священная река. Она дарует жизнь такому городу, как Харидвар. Она постоянно течет вперед, забирая с собой тела умерших людей, незнакомых путников на дорогах этого мира. Ее цель – достичь моря, достичь точки слияния. Я приехал в Харидвар один. Ко мне никто не захотел присоединиться. Вся наша компания, которая до вчерашнего дня была такой сплоченной, распалась. Для каждого из нас смерть Раджендры стала настоящим ударом. И никто не хотел усугублять свои страдания приездом сюда. Кунвар Раджендра Бхарати теперь стал историей. Все превратилось в прах, и надежды, и обещания, и жалобы. И я был в Найнитале, когда Раджендра Бхарати попросил свою мать позвать меня, но она не обратила внимания на эту просьбу. Отец тоже не хотел меня звать, а времени оставалось все меньше. Так его просьба и не осуществилась. Ни мать, ни Упендра, ни другие люди не прислушались к нему, потому что не понимали, кто такой Капил и где его искать. И вот однажды ночью кто-то постучался в мою дверь. Я открыл ее и увидел Кунвара Раджендру Бхарати, который стоял там с тросточкой в руках. «Капил, сынок, я так устал, дай мне немного выпить». От этого зрелища я просто потерял дар речи. Как он пришел сюда, да еще ночью? И я ему ответил: уже поздно, слуги ушли, и базар уже наверняка закрыт. Вот, выпейте молока. Поставив стакан с молоком на стол, он сказал: ты мне одновременно и друг, и сын, но никто не распознал твоего истинного лица. А я так ничего и не смог тебе подарить, и не смог выполнить те обещания,
что дал тебе 4 года назад. Всю свою жизнь я провел, сжимая в руке бокал с вином. Дай же мне и сегодня выпить. Но откуда тебе взять спиртное? Ладно, выпью сегодня молока. Сынок, я ухожу. Теперь от меня останутся одни воспоминания. Когда-нибудь в следующей жизни я выполню те обещания, что дал тебе. Что ты думаешь? Конечно, я понимаю, что настало мое время. Но лучше забудь обо всем, что я говорил тебе. Все это вместе с моим телом унесет священная Ганга. Я ответил: что это вы такое говорите? Лучше выпейте молока и идите спать. Завтра весь Найниталь будет радостно приветствовать вас. На это он только улыбнулся. Нет, сынок, завтра уже не наступит. Я взял стакан с молоком и начал его поить. И тогда послышался громкий звук, который возникает, когда внезапно разгорается сильный огонь. И вдруг свет погас. Все погрузилось во тьму. Он сказал: «Клянусь матерью Гангой, я отдаю тебе, сынок, последний привет любви». Когда вновь зажегся свет, Бхаратиджи уже не было в комнате. Его тросточки тоже не было, а молоко в стакане исчезло. Я все понял. Бхаратиджи собирался покинуть этот мир. Рано утром я отправился в Харидвар, но все уже было кончено. Остались одни воспоминания. Бхарати ушел из этого мира в то самое время, когда он пил в моей комнате молоко. Я стоял в Харидваре на ступенях Харки Паури и смотрел на Гангу. Откуда-то доносились звуки религиозного гимна, которому уже сотни лет. Ганга, твоя вода — напиток бессмертия, Амрита. Упендра сказал, что меня зовет его мать. Я поднялся по ступенькам и увидел, что Упендра стоит там грустный и озабоченный. Смерть слишком быстро забрала его отца. Упендра повторил: «Мать зовет вас». Но что я мог сказать его матери? Мне ничего не принадлежало в этом мире, хотя, с другой стороны, весь мир принадлежал мне. Я с потерянным видом предстал перед матерью. Я увидел, что от горя и слез ее глаза превратились в бездонные озера, но слез уже не было видно. Она хотела мне что-то сказать, но неожиданно снова расплакалась. И я начал ее утешать. Какой смысл плакать, ведь слезами его уже не вернешь. И я теперь должен уйти. Я буду продолжать собственный путь, у которого нет названия. А на вас теперь лежит огромная ответственность.
Вам придется возложить ее на свои плечи, пока Упендра не повзрослеет. Тогда он сможет успешно справляться с этими обязанностями. Бесполезно постоянно вспоминать прошлое. Каждый цветок, расцветший в этом саду жизни, однажды увянет, если садовник не посчитает его слишком прекрасным и не сорвет прежде времени. Все слушали меня с потерянным видом. Они были погружены в собственные воспоминания, от которых слезы наворачивались на глаза. Остались одни воспоминания. Прошло довольно много времени. Случилось множество событий. Люди преодолели горечь утраты и начали жить дальше. Жизнь шла своим чередом. Так всегда и происходит. Люди приходят в этот мир, уходят из него. Но кто может отрицать вечные истины? Мать Ганга начала говорить со мной. Однажды она сказала, что время никого не ждет. У каждого своя жизнь, и мне необходимо продолжать свой путь. И есть одно недоступное место рядом с Пиндари, недалеко от слияния Ганги и Лакнанды. Там была моя пещера, туда я и направился. По дороге я остановился в Найнитале. С этим городом было связано так много воспоминаний. С каждым деревом, с каждой волной на озере. Все мы путники в этом мире, но мы помним те места, в которых бывали. В те дни Найниталь был украшен к празднику, как невеста. Я каждый год приезжал в этот город. Уже многие столетия существует моя связь с Найниталем. С тех пор, как здесь построили отель «Алка», я всегда останавливался именно там. Многие люди, думающие по-разному, с разными характерами, пытались распознать мое истинное лицо, но я никогда не раскрывал тайну собственной личности. Иногда я был йогом, иногда обыкновенным туристом. Иногда я надевал оранжевые одежды, а иногда костюм и ботинки. Каждый год со мной вместе кто-нибудь приезжал. Все мы родились во дворцах, выросли в них, и эти дворцы были для нас своего рода испытанием. Это был своеобразный вызов. Но в этот раз я приехал в одиночестве, взяв с собой только воспоминания, которые терзали меня и от которых я хотел избавиться. Кунвар Сахаб разорвал все привязанности и теперь находится под вечной защитой Гималаев. Остались только мои теплые чувства к нему. В Найнитале, в отеле «Алка», я встретился со своими дорогими друзьями, с господином Банке Лалсахом, с Бану Пракашем,
с Навином Лалсахом и Сурешем Адвани. Там же я увидел Бавасар Данга Акбара, который был моим очень близким другом. Он всегда гулял вместе со мной по улицам Найниталя. Встретился и с хозяином Араджу Свифт, Хэппи, и с другими знакомыми людьми. Они были такими же, как и раньше, но я изменился. Теперь я уже не был принцем из рода Раджей. Не был я уже и высокопоставленным чиновником. Я навсегда разорвал свою связь с особняками и дорогими машинами. Отдал все свое оружие и пистолет и револьвер в полицейский участок. Я уже не думал ни о своем шикарном особняке, ни о яблоневом саде. Теперь я отличался от моего привычного круга, и я стал другим. Хотя общество и не отпускает человека так просто. Поэтому я провел в Алке несколько дней и лишь потом направился в горы. Гималаи стали спутником моей жизни. Заснеженные вершины стали маяком на моем пути. И я, потеряв прежнего себя, начал жить в Гималаях. Глава 16. Гималайской деревушки Багешвар. Деревня Багешвар расположена в удаленном уголке северо-восточных Гималаев, у слияния рек Сараю и Гомти. Это место связано с именем Шивы, а также здесь предавался духовным трудам Риши Маркандея. Сейчас эта деревушка превратилась в небольшой городок. На берегу реки расположен такой древний храм, как Бхагнатх. В Сканда-Пуране упоминается этот древний храм, обиталище Шивы. С ним связана одна история. Великий Васиштха предавался аскезе на утесе Махендры в пещере для того, чтобы река Сараю, приток Ганги, начала течь именно сюда. А когда река потекла так, как хотел Васиштха, Шива забеспокоился. Он велел реке Сараю течь мимо Багешвара, но Сараю не согласилась. Она сказала: «Маркандея сидит в медитации прямо на дороге. Если я потеку мимо Багешвара, то могу нарушить его медитацию, и он разозлится. Риши может проклясть меня». Тогда Шива велел ей подождать и вместе со своей супругой Парвати прибыл к пещере Маркандеи. Шива превратился в тигра, а Парвати в корову. Тигр бежал за коровой, а она звала на помощь. Маркандея не смог этого вынести. Он вскочил со своего места и бросился из пещеры, чтобы защитить корову. Он побежал за тигром, который преследовал корову. Тем временем река Сараю проложила себе путь там, где было нужно,
и затопила пещеру. Маркандея все понял. Он увидел, что перед ним стоит Шива с супругой. Шива пытался объяснить все происходящее, но Маркандея сказал: «С этого момента Шиву здесь будут почитать в образе тигра». И именно тогда был основан храм Багнатх. Баг значит тигр. Этот храм существует до сих пор на том же самом месте. Здесь, на берегу реки Сараю, я хотел провести несколько дней в медитации, а потом пойти в долины Кайласы Пиндар. Итак, я отправился пешком к своей цели. По дороге я вспомнил про мать из Каличаура. И для того, чтобы получить ее благословение, завернул в Каличаур. Теперь здесь многое изменилось. Люди поклонялись новым изваяниям. Были построены новые дома. Но ведь мать осталась прежней. Храмовый служитель Рамкумар стал думать по-новому, но он, как и раньше, служил при храме. Было время Наваратри, время, посвященное матери. Я провел под ее защитой 15 дней. Потом, получив ее благословение, продолжал свой путь. Я выбросил всю свою одежду и обувь и в таком виде пробирался через густые леса. В святилище матери я часто беседовал с Анандом Валабхом Шастри. Он был образованным человеком и хорошо разбирался в астрономии. Рассматривая мой гороскоп, он сказал, что звезды планеты Меркурий благоприятствуют мне, что скоро я буду пребывать в состоянии самадхи. И он попросил меня, если произойдет так, как он мне сказал, чтобы я обязательно призвал его к себе. Вместе со мной в путь отправился юноша Вайшнав, который хотел овладеть искусством йоги. У него ничего не получалось, но я все равно взял его с собой. Я через деревню Хидакхан пришел в Муктишвар. Там я провел несколько дней с Бенгали Бабой. Потом я направился в Альмуру. Там я встретился с Махандасом Джи. Вечером Вайшнав готовил кашу, а я сидел рядом с ним, когда приехал джип, в котором был Вишванат Брахмачари, а вместе с ним член семьи Капуров из Багешвара, который знал Вайшнава. Мы поговорили, и он пригласил нас доехать до Багешвара на джипе. Я бы не согласился, потому что хотел проделать этот путь пешком. Но услышал, как Брахмачари по-английски убеждает своего спутника не брать нас с собой, потому что я очень грязный, и от моего тела исходит неприятный запах. Как же можно сажать меня в джип? Я, конечно, все понимал, но ничего не говорил, потому что на мне не было одежды, как на всех цивилизованных людях.
У меня не было ни обуви, ни часов на запястье. В тот момент я был представителем дикого, необразованного мира. Я внимательно посмотрел на отшельника Брахмачари, а про себя решил, что приду в Багешвар раньше, чем они доберутся туда на машине. Мы с моим спутником были грязны, потому что много дней не мылись. Но ведь мы были людьми. Неужели чистая одежда может так сильно изменить человека? Поев каши, я отправился в путь. Я велел Бабе следовать за мной, и мы через Калиматх-Такулар, перебираясь с одной горы на другую, пришли в Багешвар. Я успел совершить омовение в реке Сараю, постирать свою одежду, когда в Багешвар приехал Брахмачари Джи. Увидев, что мы пешком пришли туда раньше, чем они, все очень удивились. Брахмачари Джи подошел и сел рядом со мной. Я заговорил с ним по-английски. Тогда он очень расстроился, осознав свою ошибку. Брахмачари Джи уже 13 лет подряд приходит в Багешвар. Но раньше он приходил сюда как простой отшельник, а сейчас он уже настоятель монастыря. Раньше он тоже ходил пешком. Тогда в нем не было гордыни. Теперь же, когда его полюбила богиня богатства Лакшми, он немного изменился. Мы долго с ним беседовали и близко познакомились. Он был настоятелем храма Джаганнатха в Раджкоте, в штате Гуджарат. Настоящее его имя было Вайшнав Дас, но он стал известен под именем Вишванатх Брахмачари. В Багешваре его очень уважали. Здесь же настоятелем был Шри Кришна Чандра Гири. Я уже был с ним знаком. Несколько дней я прожил у него, познакомился с несколькими женщинами-отшельницами. Необыкновенно длинные волосы очень шли им. Их звали Деви Майи, Сима Майи и Сарасвати Гири. Вишванатх Джи тоже провел со мной несколько дней. Когда я захотел отправиться в пещеру, Нага Баба Сандгири остановил меня и велел подождать несколько дней, чтобы мы могли пойти вместе. Но события приняли неожиданный оборот. Там была еще одна отшельница, Лакшми Майя, которая уже много месяцев была очень больна. И все со дня на день ожидали ее смерти. Она не могла ни ходить, ни даже сидеть. Она постоянно молилась о том, чтобы смерть поскорее забрала ее. Люди несколько раз в день приходили ее проведать. Как-то я шел мимо ее комнаты, и мне показалось, что кто-то хочет проникнуть туда. Но это происходило не на физическом, а на тонком плане. И именно поэтому привлекло мое внимание. Я увидел Машана, духа, обитающего на месте сожжения трупов. И я сумел привязать его с помощью мантры
Я пообещал, что завтра отпущу. Он был очень сильным, но почему-то не использовал свою силу. На следующий день настоятель храма по моей просьбе открыл комнату Лакшми-Майи. Я накрыл больную куском ткани, а потом, как и обещал, освободил Машана. Под воздействием его силы ткань взлетела в воздух и улетела к месту кремации, расположенному на берегу реки. Через несколько часов отшельница совершила омовение в реке и села на солнце. С ней произошли удивительные перемены. Она поела и полностью выздоровела. Все были поражены, ведь раньше на ее выздоровление не было никакой надежды. Она даже ходить не могла. Я освободил ее от Машана, который ее мучил, и она полностью выздоровела. В тот же день из города приехал уважаемый человек Сахджи. Он был революционером и борцом за независимость. Правительство Индии выплачивало ему пенсию. Его сын уже 9 месяцев болел. Сам он был политическим лидером провинциального уровня. Баллотировался от партии Джансангх. Другой его брат был адвокатом в Альморе, а третий – хозяином магазина сладостей. Вся семья пыталась излечить старшего сына, врачи уже отпустили руки. Я не мог пренебречь просьбой настоятеля храма, который попросил меня посмотреть на больного. Он сказал: «Сахджи мне как отец, пожалуйста, посмотри, в чем там дело». Вечером я вместе с Деви Гири Майей отправился к ним домой. Там уже был организован джагаран, ночное религиозное бдение. В горах эта традиция очень популярна. Там собралось много народа. Я тихо сел в сторонке. Один человек танцевал. Люди говорили: «Вот пришел Бог», и все приветствовали его. Я помалкивал. Тот человек в танце приблизился к больному и дал ему 8 зернышек риса. Потом положил больному руку на голову и сказал: «Не беспокойтесь, через 8 дней он полностью выздоровеет. Когда он выздоровеет, снова организуйте джагарану». Потом он, кружась в танце, вернулся на свое место и сразу же успокоился, будто устал. Я хотел уйти, но люди меня задержали. Сразу же после этого один человек запел под музыкальный аккомпанемент. Поднялась женщина и начала медленно танцевать. Люди сказали: «Вот пришла богиня». Вокруг этой женщины начали проводить церемонию арати, предлагать ей цветы и фрукты. Потом танцующая приблизилась к больному и сделала все точно так же, как до этого делал мужчина. Она произнесла те же самые слова,
Потом вернулась на свое место и успокоилась. Затем встал юноша, одетый в современную одежду и похожий на образованного человека. Он собирался проделать все то же самое, но тут я разволновался. Я не мог видеть этот спектакль о богах и богинях, который был чистой воды надувательством. Я сказал громким голосом: «Посмотрим, как он будет танцевать. Посмотрим, что это за божество. Пусть только придет, и я его уже не отпущу. Если все это притворство, то я его превращу в сумасшедшего». Молодой человек прикладывал много усилий, но танец у него не получался, и он не мог войти в состояние божественного экстаза. Тогда сидящие там женщины рассердились на меня, и я встал и ушел. Я вызвал Сахаджи на улицу. Под шумок собралась целая толпа народа. И я сказал: «Сахаджи, ваш сын закончил в этой жизни все свои дела и умрет ровно на 8-й день. Как человек прогрессивных взглядов, каким вы являетесь, может тратить время на эту чушь и мракобесие? Наша страна стремительно идет вперед, а вы идете в обратную сторону. Как могут вам помочь люди, которые сами страдают и не могут уберечь своих близких от болезни и смерти? Женщина, которая танцевала, вдова. Если она в состоянии спасти вашего сына, то почему не спасла своего мужа? Молодой человек, который так и не смог начать танец, ищет везде хоть какую-то работу. Почему мы до сих пор не можем избавиться от этих устаревших предрассудков? Вы позвали меня, чтобы я вам помог. Зачем же вы связались с ними? И если человек действительно приближается к божествам, то он погружается в океан блаженства, и ему уже ничего не нужно от жизни. А здесь не божества, а какие-то внуки и племянники, которых можно позвать с помощью звуков музыкального инструмента. Ладно, мне до этого нет никакого дела. Теперь вы должны положить конец этому спектаклю и идти отдыхать. Даже то время, что было в запасе, отняли у нас эти люди. Теперь я ничего не могу поделать, потому что я не могу действовать против природы. Я уже сказал настоятелю, что ваш сын покинет этот мир на 8-й день, считая от сегодняшнего. Теперь уже ничего нельзя поделать. Я отправился в Пиндари. Со мной был Нагабаба и Вишнав Сант. Мы шли по берегу Ганги. Сах действительно умер на 8-й день. В Багешваре все меня обсуждали и начали ждать моего возвращения. Мы пришли в Кхати, самую последнюю деревню в Индии, расположенную среди заснеженных пиков. В Кхати всегда почти шел дождь. Кроме того, стоял сентябрь, период дождей, и дорога была очень тяжелой. Нагабаба отправился в деревню за едой. Я решил дождаться его за пределами деревни, но и тогда Нагабаба вернулся в сопровождении людей. Люди, живущие в гималайских деревеньках, обычно очень искренние и наивные.
Они не умеют хитрить и обманывать. Чанчал Сингх был деревенским старостой, Диван Сингх – учителем, Мангал Сингх – заместителем председателя собрания, а Руп Сингх охранял особняк. У нас было мало денег, но деревенские жители добавили, и мы организовали себе трапезу. Потом Диван Сингх и Чанчал Сингх сказали, что здесь постоянно идет дождь. Как же мы пойдем завтра в Пиндари? Они разговаривали с Нага-бабой, а я молча слушал их разговор. До сих пор дожди не могли помешать нашим передвижениям. Я знал, что природа мне помогает. Ведь мы ничего не делали против природы, поэтому и она не имела ничего против нас. Тогда Диван Сингх снова заговорил. Махарадж, у нас по моменту, когда начинает идти дождь, сверяют часы. Часы могут спешить или опаздывать, а дождь всегда приходит вовремя. Я продолжал слушать. Потом они спросили мое мнение. Я ответил, что если здесь постоянно так происходит, то это божественный закон, с которым не поспоришь. Но мы пойдем своим путем, и никакие природные катаклизмы нас не остановят. Деревенские жители сказали: посмотрим, будет ли завтра такая же погода, как обычно. Тогда я понял, что они испытывают наши способности. На следующее утро дождя не было. Мы тронулись в путь после полудня. По дороге я спросил их: ну что, теперь вы стали испытывать способности отшельников? Ладно, если вы так хотите, скажу, дождя не будет, пока мы не вернемся из Пиндари в Кхати. Даже одна капля не упадет, но будет буря, когда мы отсюда уйдем. Природа всегда тем или иным способом дает знать о своих намерениях. И действительно, не успели мы на 3 мили отойти от Кхати, как налетела страшная буря. Она сорвала крышу с храма богини Кали, но дождя не пролилось ни капли. На следующий день мы пришли в Пиндари, в пещеру, и вычистили ее. Нага-баба и Бираги-баба ушли километра на 3 собрать веток и хвороста. Я же стал созерцать горы и проверять другие пещеры. Я натаскал камней в нашу пещеру и создал импровизированное ложе, а в центре устроил очаг. Потом оба отшельника вернулись, нагруженные хворостом. Было довольно холодно. Ветер задувал в пещеру снег. Потом начал опускаться туман. Мы разожгли огонь и закрыли камнями вход в пещеру. Постепенно туман становился все более густым, и скоро наша пещера погрузилась во мрак. Целый день было темно. Но наступила ночь, и вся долина засияла в лучах лунного света. И я выбрался наружу и осмотрел заснеженные пики гор, которые, казалось, были совсем близко. Оба отшельника присоединились ко мне. Становилось все холоднее и холоднее.
Со всех сторон лежал снег. Байраги Баба особенно замерз и начал дрожать, потом заплакал. Тогда я дал ему свою теплую накидку и усилил огонь в очаге, но ему по-прежнему было холодно. Я вывел его на некоторое время из пещеры, а потом опять повел внутрь. Ему стало теплее, и он заснул. Нага Баба занимался своими практиками. Я вышел из пещеры и устроился на камне. Ночь была уже на исходе. Шелест речных волн был приятным, как очаровательная музыка. Я пошел в сторону Гхата и тут услышал звуки настоящей музыки. Эти звуки притягивали меня как магнит. И я приблизился и увидел, что перед входом в огромную пещеру танцуют тысячи женщин и девушек, все одеты в разноцветную нарядную одежду. Я пошел вперед. Девушки стали меня останавливать, но 5 из них привели меня в пещеру. Пещера изнутри казалась 3-этажной. Девушки привели меня к матери, а сами отступили. И я, переполненный чувствами, смотрел на ее изваяние, а потом припал к ее ногам. Это была мать, но в тот день у нее в проборе краснел синдур, в носу было внушительное кольцо надх, и она вся была украшена. У нее было 8 рук, а лицо тоже, что и обычно. Восьмирукая мать ничего мне не говорила. Рядом с ней стояли изваяния еще 4 богинь: Мандакини, Нандани, Галидвар и Пинури Деви. Я смотрел на женщин, погруженных в танец. Мать молчала. Я смотрел по сторонам, надеясь получить от нее знак, но она ничего не говорила. Я уже встал, чтобы уйти, и обернулся в последний раз, посмотрев, что происходит за ее изваянием. И тут я увидел точно такую же толпу, но в ней были и женщины, и мужчины, и юноши, и девушки. Более того, в этой толпе я увидел самого себя. Одна толпа кружилась вокруг меня, другая танцевала и пела перед изваянием матери. Что же Великая Мать хотела этим сказать мне? С обеих сторон послышались звуки ведических гимнов. Воздух гудел от возгласов «Сваха! Сваха!». Я почувствовал, что и впереди, и сзади меня простирается людское море, огромная толпа людей, а я будто бы руковожу строительством огромного навеса. Вдруг все эти видения померкли и обратились в дым. Я вздрогнул. Тогда мать сказала мне: «Ты должен здесь, в Пиндаре, распространить культ точно такой же статуи, которую ты сейчас видишь перед собой. Но все это произойдет после ягги, после жертвоприношения в Багешваре». Я вышел из той пещеры
и отправился по направлению к своей. Нага Баба сидел, Бейраги Баба лежал. Я тоже лег, хотя уже наступило утро. Нага Баба пошел к ручью, и, несмотря на то, что вода была очень холодной, совершил омовение, нанес на тело священный пепел и вернулся к пещере. Вдруг он начал кричать: «Великая мать! Великая мать!» и танцевать как сумасшедший рядом с пещерой. Я, услышав его крики, тоже выбежал наружу. Она сидела на камне, одетая в красные одежды, и на нее падали первые лучи солнца. От ее лица исходил божественный свет, который распространялся во все стороны. В воздухе ощущался приятный, тонкий аромат. Бейраги Баба, выйдя из пещеры, повалился на землю и стал класть земные поклоны. Великая мать сидела там несколько часов. Мы тоже сидели, погруженные в экстаз. Нага Баба продолжал танцевать. Мать растворилась в воздухе только тогда, когда солнце поднялось высоко, и отовсюду стали доноситься голоса туристов и паломников. Глава 17. Встреча с Бабой Мадхурдасом. Днем приходили и уходили посетители. Мы провели день в различных делах, а с наступлением ночи я вышел из пещеры и перебрался на другую сторону реки Пиндари. Там, среди заснеженных вершин, была открытая поляна. Если спуститься от нее чуть ниже, то в скале можно увидеть огромную пещеру. Неподалеку расположено озеро Мандакини. Я пошел туда. Лунный свет освещал мне путь. Как только я приблизился к пещере, на ее пороге меня встретила отшельница и провела внутрь. Вся пещера купалась в лучах яркого желтого света. Там уже сидело 23 отшельника. Женщина дала мне теплую шаль и металлический сосуд. Я сел рядом с ними по ее знаку. Теперь нас было 24 человека. Все чего-то ждали. На отдельном месте восседал Махатма. Он казался очень здоровым и крепким. Его волосы были полностью седыми, а лоб высоким. Женщина-отшельница подвела меня к нему. Баба некоторое время разглядывал меня, а потом сказал: «Не пытайся больше прийти сюда в своем физическом теле. Все эти отшельники, которых ты сейчас видишь, оставили свои тела в пещерах. Их души создают себе здесь новое тело. Они перенеслись из разных областей Гималаев, а ты появился сегодня неожиданно». Постепенно все отшельники разошлись. Я узнал многих из них, но они со мной не общались. Почему-то все они стремились уйти, а я остался. Отшельница тоже осталась.
У нас состоялась очень интересная беседа с Махатмой. Сначала он рассказал о том, как распознавать тонкий мир под покровом материального. Потом тема обсуждения сместилась на мировые проблемы, на политику, на перспективы развития нашей страны. После этого он велел отшельнице доставить меня в нашу пещеру, и она сделала это в мгновение ока. В пещере я лег отдыхать. Того Махатму звали Мадхурадас. Он был из Вриндавана. Говорят, что именно его душа пребывала в теле Джавахарлала Неру, и долгое время он служил нашей стране как настоящий карма-йог. После того, как он закончил свой земной путь в таком воплощении, он освободился от всех пут и привязанностей и стал обитать в Гималаях. Спустя долгое время я это понял. Именно поэтому Баба так интересовался политикой и ситуацией в мире. Он постоянно спрашивал у меня что-то на эти темы. Его взгляды на внутреннюю политику Индии были четкими и взвешенными. После того, как я вернулся от Мадхурадаса, я погрузился в глубокие размышления. Тогда Байраги Баба заплакал и сказал: «И если я здесь умру, то это будет полностью твоя вина. Мне ужасно холодно, и все мое тело горит, как в огне. Мне хочется кричать и плакать. Не могу больше терпеть. Пожалуйста, давай уйдем отсюда поскорее». Я посмотрел на его рваную обувь. Холод пробирал его до костей. Я накапал на дыры воска, а потом вышел из пещеры и с помощью фонаря отыскал под снегом один лечебный корешок и велел Бабе его съесть. Баба выполнил поручение и через некоторое время заснул. Тогда я пошел в соседнюю пещеру и завалил в нее вход камнями изнутри. Я вошел в состояние самадхи и оставил тело в той пещере, а сам отправился в пещеру к Мадхурадасу. Мадхурадас, как обычно, сидел в окружении других махатм. Я остался там на некоторое время, потом стал наблюдать за происходящим. Я увидел Кашанатха Бабу, ученика Йогананды, который сидел в состоянии самадхи в пещере Джаварпали. Увидал Махаватара Бабу, который сидел на расстоянии 3 миль от того места, где мы находились. Я увидел Нагинагири Джи в пещере Девикунда. Я поискал Ратан Синха в Кхате, но не нашел, а затем обнаружил его спящим недалеко от Пиндари. Я послал ему мысленное сообщение и вернулся в свою пещеру. Там сидел Нага-Баба, обхватив колени. Порывы ледяного ветра не давали ему покоя. Он тоже страдал от холода. Я посоветовал ему воспользоваться свечой. Некоторое время мы с ним разговаривали, так и скоротали ночь.
Байраги Баба был охвачен страхом, что у него отмерзнут ноги и их придется ампутировать. Тогда я решил, что наступило время возвращаться, тем более, что все наши запасы подошли к концу. Я соединил оба этих события в одно и понял, что сама судьба желает моего возвращения. Я решил, что потом приду в Пиндаре в одиночестве. Глава 18. Возвращение из Пиндари в Багешвар. Популяризация йоги в Багешваре. На рассвете мы добрались до Бхарукия. Там охранником работал Хаят Сингх. Он очень тепло принял нас, и мы там переночевали. В Бхарукия было уже не так холодно. Ночью я вновь отправил Ратан Синху ментальное сообщение о том, что я возвращаюсь обратно. Ратан Сингх уже ждал нас в Двале. Увидев меня, он сказал: «Махарадж, я получил оба ваших сообщения, и поэтому жду вас здесь. Теперь вы должны хотя бы на 2-3 дня остановиться у меня. Ваши спутники очень ослабели. Пусть они сначала поправят свое здоровье, поедят простокваши и меда, попьют молока». Мы прибыли в Гхати. Я хотела оставить своих спутников здесь и вернуться в Пиндаре, но никто не желал меня отпускать. Поэтому я остановился в Гхати на пару дней, а потом вернулся в Багешвар. Я сидел на берегу священной Ганги и наслаждался солнечными лучами, как вдруг ко мне приблизилась стайка девушек, которая ходила к реке за водой. Они шли, держа на голове наполненную доверху кувшины. Я внимательно посмотрел на девушек, которые хотели узнать у меня свою судьбу. Мой взгляд остановился на девушке по имени Ниру. Я за считанные секунды увидел ее прошлое, полное грусти, любви и сострадания. Мне не хотелось открывать ей тайну ее будущего, поэтому я сосредоточился на рассказе о прошлом. Я рассказывал о нем так точно, что не успел я произнести нескольких фраз, а Нира уже кричала от удивления. Вместе с ней закричали остальные девушки. Таким образом, простая девушка Ниру послужила рупором, объявившим на весь Багешвар о моих способностях. Она распространяла слухи обо мне по всей деревне. Эти слухи росли и ширились, как вода в половодье. Все люди вышли из своих домов посмотреть на чудо, каким, как они думали, я являлся. С тех пор в Багешваре я был постоянно окружен толпой народа. Эти девушки за один день вознесли меня на гребень славы и популярности. Приходится постоянно переворачивать страницы истории, если вы хотите достичь чего-то значимого в будущем. А моя история была очень длинной. История всего мира, история моей страны, история моего общества и семьи.
Теперь меня каждый день преследовали толпы народа. Я стал предметом слухов и оживленных дискуссий. Все говорили: это Пайлот Баба, тот, который уже обошел весь мир. Это тот человек, который бросал вызов ученым всего мира, когда его закрывали в герметичный сосуд из стекла или когда он долгое время находился под водой в состоянии самадхи. Этими поступками я вдохновил на борьбу многих людей в нашей стране. Я вновь оживил древнюю историю мудрецов Риши и мудрецов Муни. Люди говорили, что я смог на практике показать те вещи, от которых все только слышали и читали в книгах. Люди говорили, что я провел несколько лет в пещере, полностью заваленной снегом. И такого рода слухов с каждым днем становилось все больше и больше. Ко мне стали приходить уважаемые люди, политические деятели, министры, коммерсанты. Я же всегда относился ко всем одинаково, к богатым и бедным, к министрам и посыльным, к индусам и мусульманам. Гималаи – это место, где с самого начала времен предавались духовным трудам святые отшельники, мудрецы Риши и Муни. Весть о духовности исходит из глубин Гималаев и распространяется по всей Индии. Отсюда Индия указывает путь остальному миру. Но в Гималаях я наблюдал также и то, что жажда духовности постепенно исчезает из гималайских городов и деревушек. Люди поставили во главу угла свой собственный эгоизм, и именно его расценивают как высшую истину. Я захотел вновь возродить древние традиции в этом северном штате, в штате Уттараханд. Я хотел открыть широкую дорогу для распространения йоги. И для этого стал устанавливать связь с великими духовными лидерами, чтобы они указали мне правильный путь, объяснили, как добиться моей цели. Я всегда старался путешествовать по миру, держась подальше от толпы. Но когда я пришел в этот городок, мне показалось, что я должен остаться здесь на некоторое время и выполнить определенные задачи. Природа требует от меня именно этого. Все события подталкивают меня именно к этому. С утра до вечера я занимался вопросами, которые подкидывало мне общество. Люди приходили ко мне пешком издалека. Я видел их несчастными и разочаровавшимися и старался утешить по мере сил, дать тот толчок, который позволил бы им начать свою жизнь заново. Я объяснял им об их собственном уникальном пути, устранял причины их страданий и сомнения. Приходится выполнять то, что требует время. Но выполнение наших запросов находится в руках у Всевышнего. Я не мог отвергнуть требований времени. Я хотел отправиться в Биджноур, но Бьяри Лал Сах сказал мне,
что настоящие йоги не ведают страха, не имеют никаких привязанностей. Почему бы мне, будучи настоящим йогом, не остаться в Багешваре? По вечерам, когда поток людей немного иссякал, ко мне приходили уважаемые люди тех мест. По сравнению с взрослыми, можно было наблюдать гораздо более острый интерес к йоге у молодежи. Как только я разрешил проблему, которая занимала ум Пьяри Лала Саха, как тотчас же ко мне обратился менеджер банка Мадхаванда Джоши. При содействии Хариша Саха, Дивана Синха Парихара и Кисан Лала Саха был организован особый комитет. Все служащие оказали мне огромную помощь и поддержку в организации ведического жертвоприношения, ягьи и церемонии самадхи. Брахманы вновь захотели вмешаться, мотивируя это тем, что мы хотим нарушить существующие традиции. Они говорили, что мы не можем по своему усмотрению изменять вековые традиции и что они не позволят нам это сделать. Я позвал одного такого брахмана, который придерживался ведической традиции, и сказал ему: в этой церемонии ягьи может принять участие любой человек, который знает о том, как она проводится, будь то индус, мусульманин или неприкасаемый. Я решил продолжать эту традицию ягьи для блага всего человечества, чтобы научить людей любить друг друга, относиться с состраданием ко всем живым существам. Я хочу, чтобы в мире процветал гуманизм. И если кто-то из брахманов возражает против организации этой религиозной церемонии, то пусть он отсюда уходит. Мне здесь не нужны собаки, которые начинают лаять, едва завидев подобное себе существо. Мне нужны настоящие брахманы, настоящие последователи ведической традиции, которые несли бы людям духовность. Все брахманы согласились со мной и решили принять участие в церемонии, но их лидер думал иначе. Ему пришлось уйти. Человечность победила. Организацию церемонии возглавили знатоки ведической традиции Гханшьям Дат Шастри и Тарадат Шастри. Под их руководством организацией ягьи занимались также Ананд Валабх Шастри, Салам, Вишнудат Шастри, Кашани и Гханшьям Багешвараси, Гирдхари Лал Сах, Хемачандра Агравал и Пьяри Лал Сах. Председателями организационного комитета стали Кишан Лал Сах и Диван Сингх Парихан. Многие министры тоже захотели посетить церемонию. Министры – это боги современности, потому что без них любая религиозная церемония не будет успешной. И если же министры вас поддерживают, то вы можете делать все, что угодно. Вы просто обречены на успех. Но для них в этой религиозной церемонии не было предусмотрено никакой особенно важной роли. Люди участвовали в ягье независимо от своего богатства, касты и положения в обществе.
Очень большой вклад в организацию этой церемонии внесли Нима Сах, Шанти Сах, Джейквал с радио Акшвани, а также Кусум, Бина и Пурнима Бэйби. В это самое время туда приехал просветленный из Уттаракханда Нантин Баба и житель Кайласа Нараян Свами. Мы все получали их благословение. Людей это очень радовало. Я разрешил некоторые вопросы, связанные с самадхи, которые возникли у Нантина Бабы. Что касается Нараяна, то это был настоящий Нараян, который с утра и до вечера повторял имя Бога Нараяна. Все люди, участвующие в церемонии, хотели проявить себя с наилучшей стороны во имя духовности, общества и человечности. У каждого человека есть собственная сфера деятельности, та сфера, где он достиг особенных успехов, славы и призвания. Но на нашей церемонии никто не хотел выделяться и выпячивать свое эго. Все хотели служить общему делу, хотели уничтожить преграды, которые существуют между людьми различных национальностей, каст, общин и вероисповеданий. Наш храм стал храмом для всех людей, где люди всех вероисповеданий, всех каст и национальностей уважали друг друга. Я пытался уничтожить пропасть, пролегающую между мужчинами и женщинами, и сплотить их на этой церемонии. В это самое время я посетил пещеру, где Парвати занималась духовными практиками и медитацией для того, чтобы завоевать сердце Шивы. Потом в воскресенье все захотели посетить Гангули-Хат. 55 человек отправилось из Багешвара. И неожиданно я увидел Великую Мать. Тогда я попросил ее явиться перед всеми нами, и она согласилась. Все, кто был со мной в то время, лицезрели ее. И я даю подробное описание этого опыта далее в этой книге. Потом мы посмотрели пещеру Патал-Бхуванешвар и вернулись в Багешвар. Когда мы сидели в храме в Патал-Бхуванешвар, я открыл Кусум и Ниме тайну их прошлой жизней, как они жили, в каких телах обитали. Я рассказал им обо всем. Как только я поведал Кусум о ее прошлом рождении, она настолько погрузилась в собственные чувства, что перешла в состояние самадхи. Нима тоже видела все, что происходит, а я, простирая руку вверх, показывал им на небо. Впоследствии многие люди захотели узнать о своем прошлом, но я не согласился открыть эту тайну. Нет ничего хорошего в том, чтобы знать о прошлых воплощениях. Через несколько дней я тоже погрузился в состояние самадхи. Люди закрыли мое тело в землю. Муни Парихар безудержно плакала. Она любила меня и поэтому страдала. Но я велел ей быть в твердой вере и ждать моего возвращения. И я находился в состоянии самадхи
а тело мое пребывало в земле. Но я все равно был доступен для тех, кто хотел меня увидеть. Эти люди могли убедиться в том, что я действительно пребываю в состоянии самадхи. В тот же день я создавал различные тела для того, чтобы встречаться с людьми, проводить с ними вместе религиозные церемонии. Я вновь возвращал улыбки на лица расстроенных людей. Старался прогнать озабоченность с лиц тех, кто беспокоился о той или иной проблеме. Женщины переживали о моем состоянии. Я считал их воплощением любви, сострадания и других идеальных качеств. Ведь именно на женский пол возложена ответственность за сохранение чести. И женщины выполняют свой долг с достоинством и терпением. Именно они являются носителями духовности в обществе. Все шло как полагается. И когда я вернулся из состояния самадхи, то увидел, что предо мной собралась 100-тысячная толпа людей. Эти люди хотели подарить мне свою любовь и пожелать мне всего самого наилучшего. Я почти целый день общался с этой толпой, пока люди не разошлись. Церемония ягги прошла успешно, а мое самадхи придало ей особый смысл и особенное направление. Я видел, что молодежь находится под большим впечатлением от происходящего. Они обратились к идеалам, направленным на процветание общества, и я внес немалый вклад в то, чтобы произошли эти положительные изменения. Я всегда был путником, который шел своим собственным путем. Я никогда не следовал тому, что писали в книгах, и законы общества никогда не могли меня остановить. Я всегда был путником в собственной стране, в собственном обществе, во всем мире. Глава 19. Природа наводит нас на размышления. Наш мир подобен океану, который находится в постоянном движении. Некоторые люди мечтают пристать к тихому берегу, а другие сидят на берегу и бросают в воду камешки. Океану нет до этого никакого дела. У него нет времени на то, чтобы рассматривать тех, кто бросает в море камни или делает что-то другое. Океан говорит нам: «Человек, ты погряз в бессмысленной суете. Ну ладно, бросай камешки, пока тебя это развлекает. Ведь эти камни бесследно исчезают в моей глубине». Человек всегда с особенным восхищением смотрел и на небо, и на морской простор. И море, и небо стали для людей символом стойкости, постоянства и глубины. Моя жизнь подобна этим вечным стихиям. Никто не может запятнать ее грязью. Я уважаю и тех, кто возносит меня на пьедестал, и тех, кто меня ненавидит. Именно в этом и заключена истина. Именно об этом
и говорит нам божественный разум. Все, что делает человек, все его намерения и планы обязательно несут на себе отпечаток эго этого человека. Эго проявляет себя с самого начала или обнаруживается впоследствии. И если у человека чувство собственного «я» не очень развито, все равно общество принуждает его развивать. Потому что вся структура общества базируется на эгоистических устремлениях. И даже если вам ничего не удалось сделать, вы непременно станете предметом для обсуждения в обществе. Вы можете оставаться наивным и чистым, но общество не позволит вам всегда пребывать в таком состоянии. Но я всегда думал по-другому. Я считал, что можно быть отшельником, полностью отвергнувшим мир, но при этом заниматься созидательным трудом, делать что-то с помощью общества и для него, оставаясь незапятнанным грязью этого мира. Церемония ягги в Багешваре научила меня очень многому. Я понял, что среди образованных, духовных людей не принято вести разговоры о материальном, но при этом люди ничего не делают просто так. Это обмен товарами и услугами. Но если мы посмотрим на природу, которая нас окружает, то увидим, насколько она щедра и бескорыстна. Земля, огонь, вода – все стихии и элементы достаются нам бесплатно, и природа никогда не требует ничего взамен. Жизнь ничего не требует от нас за те бесценные дары, что нам дает. Но человек заражен эгоизмом и алчностью с самого рождения. И если он вспоминает о Боге, то только для того, чтобы что-нибудь у Него попросить. Если человек делает что-то во имя Бога, то делает это для будущей награды. И если же человек не видит никакой для себя выгоды, то не вспоминает о Боге. В Багешваре люди тоже пытались торговать духовностью. Некоторые люди хотели использовать свет великого светильника духовности для собственных нужд. Они хотели вовлечь в свой порочный круг славы и презрения даже тех отшельников, что жили среди щебета птиц, среди зелени и густых лесов. И если человек отправился в путь, его уже не остановить. И если кто-то родился, ему уже не избежать смерти. Пусть человек считает своей священной обязанностью постоянно забывать об истине, но истина неотделима от человека. Смерть приходит и напоминает нам о самых важных ценностях. Все в природе подчиняется собственным законам. Идет дождь, разгорается огонь, дует ветер. Но меняется направление движения. Иногда движение направлено на созидание, а иногда на разрушение. Созидание и разрушение
немыслимы друг без друга. Острые шипы охраняют красоту розы. Роза дарит нам наслаждение своей красотой и ароматом, а шипы дают лишь боль и неприятные ощущения. Но если вы будете осторожны, то сможете насладиться ароматом розы, и острые шипы вас не заденут. То же самое можно сказать и о духовности. Она учит нас правильной жизни, но понятие духовности и религии неоднозначно, потому что это понятие придумали люди, пусть и во имя Бога. Придумали для удовлетворения потребностей общества. Но Бог выше всех законов и традиций. И для того, чтобы найти истину, всегда приходится убегать от самого себя, от общества и от всего общественного мироустройства. И только тот человек, что отринул как собственную личность, так и общество, может что-то дать человечеству. Такой человек существует, но мир вокруг него не существует для него. Когда же существует все, то нет его самого. Глава 20. Огонь в доме Ганди. Даже если мы не хотим, происходят какие-то нежелательные события. Ведь прошлое уже сформировало наше будущее. Дживан Лал Ганди был из состоятельной семьи Багешвара. У него было еще 3 братьев. Бхавани Лал Сах внес огромный вклад в организацию ягги. Членами его семьи были и Нима Сах, и Кусум Сах, и Муни Парихар, которая была во время церемонии воплощением Лакшми, а жена Бхавани Лал Саха Падма настоящим воплощением Сарасвати. Церемония ягги прошла успешно, но на следующий день после церемонии, без всякого предупреждения, люди забрали все вещи и предметы религиозного культа. И я, увидев это, лишился дара речи. Тогда я приказал не спускать главный флаг нашей церемонии в течение 13 дней. Но в ту же самую ночь кто-то спустил наш флаг. На рассвете напротив меня сидели сотни людей, пришедших из города. И тут мой взгляд упал на флагшток, и я понял, что кто-то украл флаг под покровом ночи. Я оповестил всех людей в городе, что если в течение 13 дней флаг не будет возвращен на свое законное место, то произойдет нечто непредвиденное. Но люди не вернули нам флаг. Я начал беспокоиться. Я пытался окончить миром наше мероприятие, но вор не хотел возвращать мне флаг. Меня стали обвинять в том, что я говорю неправду. Я должен был поехать на ярмарку Кумбха-Мела.
я решил отложить свои планы остаться в Багешваре на 13 дней. 3-4 дня все было спокойно. Тогда господин Кришначандра Гири взял меня с собой в Альмору. До своего отъезда я подарил Бхавани Лал-Саху четки из Рудракши, посоветовав ему концентрировать на них свое внимание. У себя дома Бхавани Лал-Сингх повесил четки на гвоздик. Особая птица, посвященная Парвати, постоянно прилетала в дом и похищала четки, уносила их наружу. Но люди не могли понять эти символические знаки. Они возвращали четки на место и вешали их на гвоздик. Я в то время находился в Альморе, но я приснился Раджу, сыну Дживан Лал-Саха, и рассказал ему о том, что в его доме начался пожар. Велел ему вынести наружу все вещи. Мальчик поведал обо всем этом членам своей семьи, но никто не обратил внимания на его слова. Тогда я вновь направил поток своей мысленной энергии на Ниму, Сах и Лали. Но и тут никто меня не послушался. Неожиданно у меня возникла необходимость вместе с Индрой Пракашем Гуптой отправиться в Лакхнау, в резиденцию главного министра и министра горного развития. Мы часто зависим от жизненных обстоятельств. Я сидел в одном из районов Лакхнау, Далиганджи, беседуя с одним из самых известных тантриков, Джитендрой Кумаром Бхатри. Тара Агравал и вся ее семья заботились о том, чтобы мы ни в чем не испытывали недостатка. Неожиданно я подумала о Багешваре. Мысленным взором я увидел, что Мохан, старший сын Дживана Ганди, в тот момент находится в особенно рассерженных чувствах. Именно моя персона вызывала его гнев. Он схватил все мои подстилки и тигриные шкуры, на которых я обычно сидел, и бросил их в огонь. Тогда появилась отшельница Сита Майя и выхватила их из огня. Обиженный Мохан ушел оттуда к себе домой. Я начал посылать мысленное сообщение Бхавани Лал-Саху, намереваясь предупредить его, и велел ему следить за Моханом. Все стали искать Мохана, но было уже поздно. В доме начался пожар. Люди находились вне себя от ужаса и громко кричали. Мне пришлось прервать беседу, которую я вел в Лакхнау, и я перешел в состояние самадхи и переместился в Багешвар. Я схватил Ниму и перенес ее к самому порогу. Пусть все остальное сгорит, пусть сгорят все вещи, если такова их судьба, но людям я сгореть не позволю. Так я стоял у входа в дом, пока оттуда не спасли всех находящихся в нем людей и даже кое-какие вещи. Затем я вернулся в Лакхнау. Беседа все еще продолжалась. Все люди сидели на своих местах, как я их и оставил. На рассвете следующего дня я вернулся в Багешвар. Природа показала свое жестокое лицо разрушительницы, и атмосфера в Багешваре
была угрюмой и неприветливой. Я тоже оказался не в состоянии предотвратить этот пожар. И я удивился, как ловко природа увела меня из этого места, а когда все уже было позади, вернула обратно. Перед божественными замыслами человек бессилен. Люди тоже показали себя не с лучшей стороны. Начались отвратительные разговоры, сплетни и пересуды. Дом полностью сгорел, но некоторые люди говорили, что его подожгли специально, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией. Кто-то обвинял в поджоге Нантина Бабу, говоря, что он сделал это, руководствуясь соображениями личной мести. А кто-то обвинял в происшедшем меня, утверждая, что если бы ягью провели правильно, то ничего этого бы не случилось. В то время как люди должны были проявить сочувствие к пострадавшим и попытаться им помочь, они занимались распространением разнообразных слухов. Я впервые увидел человеческое общество с подобной стороны. И я и не представлял, что люди могут вести себя так жестоко и отвратительно. В эту самую ночь кто-то подкинул в храм пропавший флаг. Но теперь от него уже не было толку, ведь ягья закончилась. И люди начали потихоньку возвращать храмовую утварь, опасаясь гнева богов. Но ведь они уже давно разгневались и явили миру свой грозный лик. В этом и заключается правда жизни. Все остальное – выхолощенная история, простое перечисление событий. Наши мечты обрываются на полпути. Мы не можем их выразить должным образом, и никто не может записать все то, что происходит. Происходящее кажется незначительным, но оно играет огромную роль в нашей жизни, становясь причиной будущего. Каждый человек хочет прожить свою собственную жизнь, но у него это не получается, потому что в каждую секунду своей жизни человек несовершенен. Человек хочет что-то предпринять, но не решается на это, потому что каждый не может стать революционером. И если же человек пытается говорить правду, то общество отторгает его, как чужеродный элемент. Можно добиться чего-то значительного, только нарушив законы общества. Ведь общество – это наш мир, а мир – это иллюзия, майя, которая появилась и получила свое дальнейшее развитие для того, чтобы поддерживать в нас жизнь. И если же наша цель – простое поддержание жизнедеятельности и воспроизводства, то любое действие, направленное на эту цель, далеко от совершенства. Потому что тогда мы принимаем решения, руководствуясь интересами страны, текущего момента и конкретной ситуации. Для того, чтобы соответствовать запросам всех вышеперечисленных факторов,
человек изменяет самого себя, и поэтому никогда не может полностью удовлетворить свои желания. Желания человека остаются, по большому счету, неудовлетворенными. Так человек и скитается всю жизнь. С ним происходят различные события. Он выбирает разные дороги на перекрестках судьбы. Большая часть отведенного человеку времени уходит на бессмысленные и бесполезные занятия, на суету в этом мире, на состояние полусна, когда человек со всех сторон окружен бедами и проблемами, и он страдает настолько, что с тайной радостью ждет приближения смерти, которая избавит его от этого бессмысленного существования. С другой стороны, если человек ведет осмысленную и осознанную жизнь, то он всегда продвигается на пути к прогрессу. Такой человек никогда не остановится на полпути. Он не остановится до тех пор, пока не получит желаемое. Религия – это такая система, которая побуждает человека вести цивилизованный образ жизни. Духовность – это нечто совсем другое. Духовность – это путь, который ведет человека к цели. Люди соединили понятие духовности с понятием Бога. Но Бог так и соединен со всем сущим. Бог – это не только воплощение религии. Он Создатель, Он наблюдатель. Это человек ограничил Бога рамками религии. В священных книгах различных религий, в Рамаяне, Пуранах, Махабхарате, Коране, Библии, в священных писаниях джайнизма везде описана некая система, призванная узаконить существование различных общин, каст и национальностей. Таким образом, истина остается в стороне. Духовность – это нечто совсем другое. В ней растворяется все. В ней жива трепетная любовь ко всем живым существам. Она учит человека человечности. А общество – предмет исследований человека, который с древнейших времен привык придавать своим исследованиям определенную форму. Все институты и структуры создаются в соответствии с потребностями человека. Человек ни перед чем не остановится, если вопрос стоит об удовлетворении его потребностей. Вся эта суета тешит эгоизм человека, и он не брезгует на этом пути уничтожать и мучить себе подобных. А собственные поступки он взвешивает на весах добра и зла. В этом мире духовность и эгоизм идут рука об руку. А Бога человек удалил на безопасное расстояние от происходящего. Бог как будто взирает на все это со стороны. В божественном мире нет разницы между жизнью и смертью.
между радостью и горем. Там раздвигаются границы, и нет большей разницы между своим и чужим. Прийти к Богу легко, и если человек осмелится отступить от привычных шаблонов поведения. Именно тот человек может познать Бога, кто сумеет гармонизировать свои мысли и убеждения, кто пребывает в обществе отшельников и просветленных. Так легко постичь истинный смысл действия, но человеку это не удается, подобно тому, как он хочет жить по-настоящему, но у него это не получается. Именно в этом заключалась цель моего пребывания в Багешваре. Я хотел, чтобы люди познали самих себя, поняли, зачем они появились на свет, осознали бы связь, существующую между материальным миром и живыми существами, избавились бы от оков прошлой кармы, чтобы они поднялись над косностью предрассудками и жили бы во имя человечности, поступали бы так, чтобы стать источником вдохновения для своей страны и всего мира. Ведь Гималаи всегда освещали мир светом духовности, а Багешвар расположен в Гималаях. Население Багешвара принадлежало к социуму, который одновременно существует ради удовлетворения эгоистических потребностей и ради стремления к гуманизму. Но некоторые люди попытались представить йогов и отшельников такими же закоренелыми эгоистами, какими были они сами. Они думали, что отшельники, как и они сами, связаны по рукам и ногам различными обстоятельствами. Они хотели загнать божественную волю в жесткие рамки, подобно тому, как они загоняют быков в упряжку, чтобы вспахивать свое поле. Они всех меряют собственной мерой. Вор считает, что все вокруг воры. Люди, которые живут обманом, коварством и предательством, считают, что Бог тоже обладает всеми этими качествами. Точно такая же история произошла в Багешваре. Некоторые люди преследовали собственные эгоистические цели во имя духовности. Кто смог избежать смерти в этом мире? Конечно, никто не знает, когда наступит смерть. Но однажды это обязательно произойдет. Тогда торговцу придется бросить свой бизнес, а чиновнику бросить свою контору. Сколько же можно заниматься торговлей во имя духовности? В наше время Бога покупают и продают. Но ведь деньги останутся здесь, в материальном мире. Их нельзя забрать с собой. Самые сильные и самые богатые люди оказались бессильны перед посланцами смерти. Перед лицом смерти уже не важно, пользовался ли человек уважением при жизни или был всеми презираем, говорил ли он правду или лгал. И я увидел, что люди гор, выросшие на священной груди Гималаев, чрезвычайно ограничены. Ограничено их мышление,
образ жизни, и за эту черту они не в состоянии выйти и не хотят этого делать. Они хотят жить так, как много столетий до них жили их предки. Если кто-то приходит со стороны и пытается вывести их из этого ограниченного круга, то они не соглашаются. Я тоже пытался вывести их на путь духовного развития, но я был удивлен, обнаружив, что они не только не хотят продвигаться по этому пути, но напротив, пытаются и меня ограничить жестокими рамками своих традиций. Я увидел, что некоторые недобросовестные люди пытаются извлечь выгоду из наивности этих сыновей гор. Некоторые отшельники объявляли себя воплощением Бога и наслаждались безграничным поклонением местных жителей. Другие люди завязывали дружбу с сильными мира сего и с их помощью обворовывали население. Когда я попытался остановить этих людей, они начали распространять позорящие меня слухи. Кто-то называл меня шпионом, кто-то говорил, что я украду чью-нибудь дочь, иначе зачем такому образованному человеку становиться отшельником? Ведь он когда-то управлял самолетом, имел машину и жил во дворце. Вне всякого сомнения, дело нечисто. Я наблюдал за распространением этих слухов и говорил людям: посмотрите на эту реку Сараю, на то, как она, не отвлекаясь ни на что, стремится к собственной цели. Грязная канава из Багешвара сливается с чистыми водами реки, и эта грязь уже незаметна. Моя жизнь подобна течению этой реки. Я думал, что смогу вынести грязь из мыслей этих людей, и тогда из сознания этих жителей гор вырвутся чистые источники любви и сострадания. Так и произошло. Эти эгоистичные, традиционно мыслящие люди склонились предо мной, и сплетни прекратились. Сада васантам хридаярвинде бхавам бхавани сахидам намами Мангалам Бхагаван Шамбhu Мангалам Ришабхадваja Мангалам Парватинатho Мангалаятано